Количество заболевших COVID-19 в Крыму растет устрашающими темпами. Теперь, когда заболевшие и даже умершие есть и среди нашего окружения и близких, все больше людей начинают задумываться о невидимой смерти, которая теперь кажется буквально повсюду. И вслед за пандемией коронавируса пришла пандемия страха. И не только от боязни заболеть, а еще от мысли, что тебе никто не поможет. Чтобы убедиться в этом, стоит только заглянуть в соцсети. Сотни жителей полуострова жалуются здесь на то, что скорую помощь приходится ждать более 10 часов, а иногда она приезжает слишком поздно. Что помощи от медиков не стоит ждать и в больницах. Они перестали принимать пациентов, так как переполнены под завязку. Вызвала вчера скорую в 17:40, приехала в 3 ночи. Это мы понимаем, может большая загрузка у врачей и мало машин бригад, поэтому 9 часов ждали врача. Ей было 70. После их уезда сами повезли ее в больницу, но уже было поздно, легкие были полностью поражены на 85%. Она через 25 минут умерла у них на столе. Но я предупреждаю, что мест в больницах Крыма давно нет, а врачей, которые не заразились, все меньше и меньше. Масочный режим не введен. Сейчас как никогда возможно увидеть Крым и умереть. А если это случится в Симферополе, то еще и без воды. Мы решили проверить, проведя социальный эксперимент, действительно ли ситуация столь катастрофическая, и начали со звонка в скорую помощь. Скорая 26. Добрый день, подскажите, пожалуйста, у нас тут пожилой женщине плохо, все признаки ковида. А если вызвать скорую, то сколько по времени будет ехать машина? У нас очень много сейчас вызовов, сразу не приеду. Признаки ковида. Вы сделали КТ, у вас тест есть. Что Мы вообще? звонили, мы хотели записаться на КТ, просто ближайшая запись через неделю, и она, возможно, даже не доживет уже до этого. Может быть, ее нам самим куда-то отвезти в какую-то больницу? Вас никуда не примут сейчас, тем более самих. Угу. С пневмонией, с одышкой и с подозрением на ковид. Если вам нужна скорая, то она к вам однозначно приедет. Я только вам не обещаю, что скоро, потому что вызовов куча. И половина из них с одышкой. Угу. Вот представляете, да, что в пандемию сколько вызовов? Услышав от диспетчера скорой помощи вопрос о КТ, речь о компьютерной томографии легких, которые первыми поражаются коронавирусом, мы выяснили, что сделать этот анализ в больнице или поликлинике сегодня невозможно. Причина – неработающие аппараты, заболевшие сотрудники и просто отказ принимать пациентов. Таким образом, выяснилось, что сделать КТ в Симферополе можно только в 2 клиниках, естественно, частных – в Авиценне и в медцентре на улице Грибоедова. Первый звонок в Авиценну. Добрый день, клиника Авиценна, слушаю вас. Добрый день, хочу записаться на компьютерную томографию легких. Подскажите, пожалуйста, ближайшая свободная дата, когда у вас? На 8 число в ночное время. В ночное время, а во сколько? С 0:50 первое время и дальше до 5:50 утра. А подскажите, вы круглосуточно делаете компьютерную томографию легких? Ну да. Если 17:10 для вас день считается еще, то 10 число. Какая стоимость? 5000 рублей. Стоимость компьютерной томографии легких варьируется от 3,5 до 5 тысяч рублей. Но в клиниках сообщают, что, вероятно, уже со следующей недели цена поднимется. Возле клиники на улице Грибоедова с раннего утра толпятся десятки людей, которые хотят сделать диагностику в ближайшее время. Людей запускают по живой очереди, и им приходится ждать по несколько часов. Поэтому стоять в этой толпе небезопасно, ведь многие с температурой, кашлем, одышкой. Кто-то привез больных родственников. Я сегодня приехала к 8 утра и оказалась в списке 21-я. Мне сказали, что они сегодня будут работать до 9 вечера, и если у меня есть время, то я могу остаться подождать. Несмотря на то, что еще люди по записи идут. Они должны оказывать нам помощь, да, а они на этом зарабатывают очень хорошие деньги. Сами посчитайте, 3500 сейчас берут за КТ легких, за одну зону, да, и это... Процедура проходит 10 минут всего. Почему за это не наказывают? Они нуждаются сейчас в этой процедуре. Они не могут себе позволить, потому что у людей нет финансов. Я не назову это рынком. Народ повалил, люди хотят на этом деле заработать. Как у нас сезон бывает.
все цены повышаются. Видимо, и они также работают. Мы записываемся, где-то в течение недели попадаем уже второй раз. У меня теща там двухсторонняя пневмония была, она на улучшение пошла. Жена 10% была, и слава богу, что на улучшение пошло. Спасибо, что хоть так попадаем, понимаете ли. Ну что делать? Хоть за деньги, хоть это, ну я не знаю даже. Ну просто жалко, знаете, что здесь стройка идет. Они этим как назовут, говорят, фамилии, ничего не слышно, строители выгоняют людей. Чтобы сделать компьютерную томографию, сюда приезжают люди из разных городов Крыма. А почему вот в нашем Бахчисарайском районе, такой огромный район, больница есть, поликлиника есть, почему у нас своего КТ там нет, чтобы мы могли спокойно сделать и не вставать в 5 часов утра, чтобы приехали сюда. Здесь и больные, может быть, он и не болен, может болен. Мы же не в театр пришли. Звонила, не дозвонилась, и пришлось вот так вот утром рано вставать и приехали сюда. Долго приходится ждать, и, может, люди с температурой стоят. Вот это, конечно, возмущает. Сдать тест на коронавирус можно в государственных медучреждениях и частных лабораториях. В поликлиниках его делают только по показаниям и по направлению врача, поэтому большинство людей, заподозрив заражение, отправляются в частные клиники. В частной лаборатории стоимость теста на ковид стоит от 1700 рублей. Но радует хотя бы то, что с очередями здесь, как правило, нет проблем. Как пришла сегодня, сразу попала. Вот пришла и сразу же сдала, без очереди. Ну, дороговато, конечно. В принципе, для обычного человека дороговато. У кого, конечно, деньги есть, тот позволит себе, можно 1700 рублей стоимость теста. Складывается ощущение, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля, создав кризис медицины. Скорая не приезжает вовремя, больницы не принимают пациентов. Между тем, число заболевших опасной инфекцией растет с каждым днем. И вместо медицинской помощи больным предлагают «помоги себе сам». При этом не объявляется карантин, дети ходят в школы, открыты все развлекательные центры и здравницы. Из Москвы, где наибольшее число зараженных, к нам вновь прибывают волны отдыхающих, чтобы провести в Крыму с детьми объявленные там с 5 по 18 октября школьные каникулы. Единственным заметным действием власти по борьбе с ковид стала отставка министра здравоохранения. Конечно, бизнес нужно сохранять, но ведь человеческие жизни дороже.